Ни омлет по утрам, ни макароны на ужин, ни борщ по выходным и даже не клафути, приготовленный по рецепту Белоники. Что делает повара поваром? Шеф-повар Александр Петров считает, что вкусовые эмоции, вдохновение и знания. Самое ценное, что у нас есть, это наши знания, наш опыт, наши умения. Завтра у меня могут забрать квартиру, машину, но знания у меня никто никогда не отнимет. Мои знания дают мне уверенность в завтрашнем дне. В них-то и вкладывал Александр с самого детства. Трудолюбивый и целеустремленный, простой деревенский мальчишка. Он с ранних лет мечтал носить высокий поварской колпак и придумать блюдо, которого не было ни в одном рецепте. Так. Значит, самобранка, говоришь? Самобранка. Ну, докажи. Чего изволишь? О, а математику приготовить сможешь? Да не вопрос. В школе мне давались больше такие предметы, которые рисование, история, где нужно было проявить себя, скажем так. Вот. Точные науки мне не так хорошо давались. Вот. И, наверное, все-таки в кулинарии это была возможность проявить себя, свою творческую натуру. С 13 лет работал, но не на кухне, а на стройке, разнорабочим. Помогал маме, которая воспитывала его одна, и копил на свой будущий ресторан. Большую роль в выборе профессии у меня сыграла мама, то есть она направила меня, то есть она видела, что мне это нравится, и когда пришел момент в выборе образования, она отправила меня учиться на повара. После школы поступил в Субхангуловское профессиональное училище по специальности поварское дело и в 17 лет заработал свои первые большие деньги, развозя таксистам и продавцам в киосках, которые работали в ночную смену, котлеты и картофельное пюре, которые делал сам. Если вдруг так случится, что вы не найдете в магазине шпината, вы с легкостью его можете заменить зеленым горошком, листом салата, любыми другими овощами. Все хорошенечко перемешиваем, добавляем туда немножечко помидоров, яйца. Приправим молотым перцем, немножечко соли. И все хорошенечко нужно взбить. Сегодня в свои 34 года Александр Петров является бренд-шефом сети ресторанов Уфы, почетным членом гильдии шеф-поваров России. Хорошие повара очень ценятся и могут сделать блестящую карьеру, но для стремительного взлета к вершинам успеха нужно действительно любить свою профессию. Профессия повар очень древняя. Первым поваром можно назвать кроманьонца, который случайно сунул в костер кусок мяса и понял, что так оно вкуснее. Это, конечно, шутка, но в ней большая доля истины. Почетнее и древнее профессии, чем кормилец, на земле нет. Во все века хорошие повара высоко ценились. Они имели под началом множество кухарок и поварят и были персонами, приближенными к вельможам. Это сон какой-то. Головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Колпак нужен для того, чтобы шеф-повара всегда было видно на кухне, чтобы повара в любой момент могли по высокому колпаку его найти, задать какой-то вопрос. Повара всегда понимали, что есть рядом человек, который поможет, который проконтролирует. Вот и сегодня шеф-повар главный на кухне, а успех его работы во многом зависит от команды, которая должна быть сильной, дружной и работоспособной. Вот сейчас у нас буквально через 10-15 минут откроется зал, ребята уже будут готовы. Вот у нас готовится плов. Обратите внимание, здесь мясо, уже засыпали рис, мясо мы вытащили. Сейчас рис распарится, и мы добавим мясо, и уже гости будут есть наш шикарный свежий плов. Каждый сотрудник знает свое дело.
Этот молодой человек у нас занимается азиатской кухней. У него прекрасно получается работать с морепродуктами. Девочка занимается приготовлением холодных блюд. Каждый занимается своим делом, но в то же время они все универсалы и в любой момент готовы подменить либо помочь друг другу. У нас очень многонациональная кухня. Мы готовим европейскую кухню, азиатскую кухню. Когда вместо простого омлета одной левой повар может сделать яичное суфле, а из одного ингредиента сотню блюд, когда он знает всю подноготную каждого члена команды, когда умеет отличать дальневосточного краба от подмосковного, он готов претендовать на высший разряд поваров, на шефа. Как должна выглядеть хорошая рыба свежая? То есть у нее должны быть светлые глаза, не мутные, и от нее должно пахнуть морем. Не рыбой именно, а морем. Минут, и блюдо готово. Это приходит довольно-таки неожиданно, то есть ты можешь смотреть какую-то передачу или думать о чем-то отстраненном, и бац, и тут вот тебе пришла мысль, какой-то рецепт, ты на следующий день бежишь на работу или тут же начинаешь готовить, пробовать. Из 10 блюд одно получается шикарным, то есть поэтому надо быть терпеливым, не отступать, упорным, то есть пробовать, готовить. Не только смотреть передачу с экрана, но и самому не раз становиться участником кулинарных шоу и даже вести кулинарные рубрики. А мы сейчас делаем из картошки картошку Пушкин. Да, мы вырезаем картофельные шарики. А почему она так называется? Ну, я так предполагаю, наверное, из-за кудряшек Александра То есть она Сергеевича. начинает походить на пушкинские кудри. А правда, что ты играл в КВН, Саш? Да, я в детстве, когда учился на повара, особо как бы готовить-то и не приходилось. Все время какие-то культмассовые мероприятия, КВНы, выступления. Класс. То есть меня и не выгоняли из училища только из-за того, что я активно принимал участие. Как же ты научился в итоге готовить, если ты фактически этому не учился? На 3-м курсе учебы меня занесло на практику. Шеф-повар был там такой колоритный мужчина, усатый. Увидев, как он готовит, просто меня очаровало это. И я не смог остановиться и готовил. Мы готовили с Наташей. Моим оппонентом была Галина. Она снимается в 6 кадрах. Вот. Я готовил говядину с овощами. Галина готовила суп. У нас было такое интересное жюри. Такие гурманы собрались. Вот, оценивались по скорости, по качеству, по вкусу, по полезности, скажем так. Ну, передача интересная, довольно-таки было все весело, легко, непринужденно. Задачи шеф-повара по большей части творческие. Это разработка и постоянное обновление меню, изобретение блюд от шефа, которые никто кроме него не может приготовить, внедрение необычных техник и секретных ингредиентов. Совсем недавно стало популярным. Делают акцент на локальных продуктах. Почему? Потому что этим обуславливается здоровье нации, даже, я бы сказал. То есть так сложилось, что зимой мы должны есть квашеную капусту, соленые огурчики. То есть наш организм построен так, что нам это востребовано. А ввиду того, что мы начинаем есть какие-то тепличные помидоры, огурцы зимой, наше здоровье слабеет, мы не получаем тех витаминов, которые требуются для нашего региона. Люблю готовить не только на работе, но и дома. Конечно, не фуагра и трюфели, а блюдо попроще, улыбается Александр. Гости в доме Петровых бывают часто. Складывается впечатление, на самом деле, что у меня нет друзей, что эти люди только приходят поесть. Но мне приятно, когда в моем доме много гостей, когда все довольные, сытые. Иногда хочется и порадовать своих близких каким-то вкусным блюдом. Иногда супруга устала, не хочет готовить. Кулинарных рецептов сегодня великое множество, говорит Александр. Читай, фантазируй, удивляй. Можно найти в интернете рецепты, то есть этого всего очень много. Раньше же очень большое уважение придавалось шеф-повару. Почему? Потому что это единственный человек, который может дать те знания. Кулинарных книг особо не было, были какие-то домашние рецепты, там книжка для домохозяек, такое, а вот именно хороших ресторанных рецептов не было.
Любая пища может приесться, и только уникальные поварские навыки способны из надоевшего и скучного сделать, что называется, пальчики оближешь. Вуаля, наши сэндвичи готовы. Бон аппетит! Прежде чем попасть на кухню, продукты проходят непростой путь. Есть зона приемки товара. После нее продукты попадают на склад, затем идут в овощной цех, там подвергаются обработке, их моют, вымачивают, листья салата замачивают в специальном растворе для того, чтобы вымыть все из них. И после этого уже только чистые продукты все проходят на кухню. То есть не обработанные, не мытые продукты на кухню не заходят. Это главное правило любой кухни. Чтобы блюдо получилось вкусным, а самое главное полезным, его еще нужно правильно приготовить. Кладем мясо. И здесь тоже есть свои хитрости. Мясо должно быть размороженное, вода должна быть не соленая, холодная. После того, как мы опустили мясо, ставим на высокую температуру и доводим до кипения. После этого мы сливаем первый бульон. Для чего мы это делаем? Потому что на сегодняшний день фермеры очень много обкалывают животных антибиотиками всякими и витаминами. При сливании первого бульона мы, как говорится, промываем мясо и удаляем вот эти все ненужные нам ингредиенты из мяса. Второй бульон уже варится на медленном огне. Бульон солится только после того, как он готов. Где-то минут за 7-10 до того, как бульон готов, мы кладем туда травы, перец, лавровый лист, что-то там еще по вкусу. Но и это еще не все. Надо, говорит шеф-повар, еще и правильно есть. Здесь у нас овощи, заправленные маслом. И, как вы видите, здесь большие крупные куски сыра. Как можно его съесть? Можно сейчас размешать его и съесть, либо можно попробовать каждый ингредиент в отдельности, распознать вкус, качество продукта, опять-таки, и потом уже размешать. То есть тут нужно понимание, что вы пришли получать какие-то новые эмоции, не просто поесть, а получить какие-то новые эмоции. Поэтому надо вдумываться, чувствовать каждую укус, каждую вилочку, которую вы пробуете. Попробовали помидорку, глаза закрыли, поели, там, насладились этим ароматом свежести, огурчик, и потом замешали все это с соусом, с сыром, и это опять-таки новое ощущение. И с каждой вилкой, с каждой новой ложкой это будет новое ощущение, которое сделает вашу жизнь интереснее. Не бояться плиты и виртуозно работать ножами. Без труда разделывать мясо, птицу, нашинковать овощи, нарубить зелень. Повару помогает правильно подобранный кухонный инструмент. Есть свои инструменты, как у хирурга, у автослесаря. Он всегда должен быть уверен в своем инструменте. Инструмент повара – это оборудование, ножи и, конечно же, руки. Нож должен быть острый, поэтому перед каждым приготовлением мы точим ножи. Они у нас острые, как лезвие. Мы приготовим легкий овощной салат. Когда я начинал работать, у нас в аптечке было в упаковке 200 напальчников. Так вот, за 2 недели они все закончились. Потому что повара первое время, когда начинают работать, очень часто режутся, ввиду того, что нужно очень быстро нарезать. Стоит немного отвлечься, отвернуться и пальчик порезан. Физическая и моральная стойкость, терпение, упорство, быстрая обучаемость и умение импровизировать. Этими качествами, по мнению Александра, должен обладать любой шеф-повар. Повара должны быть очень стрессоустойчивы, потому что тут жарко, тут шумно. Как правило, гости приходят разом, все и много, и сразу много заказов. И тут очень важна подготовка моральная и техническая подготовка кухни. Готовить может каждый, говорит Александр, а вот именно вкусно готовить – это характер, это в крови. У меня были случаи, когда взрослые мужчины 30-35 лет, работающие юристами, которые добились каких-то успехов, приходили и говорили: мне неинтересно, я хочу готовить. То есть и начинали готовить. И они добивались успеха, потому что ничто не загоняет нас в рамки. Все зависит только от нас самих. Если у нас есть желание, мы всего достигнем. Хочешь сделать гениально, сделай просто. Чем сложнее замысел, тем больше это путь в никуда. Приятного аппетита. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо вам тоже. Гостю не нужно напрягаться и стараться понять, что у него в тарелке. Блюдо должно быть эстетичным и понятным. Все ли вам понравилось? Часто вы к нам ходите? Да. Какое самое любимое блюдо у вас? Наверное, карри с яйцами. Любите морепродукты?
Есть много поваров, которые просто умеют готовить, но не каждый вкладывает в свою работу душу. А чтобы кухня нравилась, она должна быть неповторимой, говорит Александр. Это когда отдаешь в зал блюдо, и гости чувствуют, что приложил руку именно ты. Вот что делает настоящего повара. Как сказала моя мама, люди будут есть всегда, поэтому это профессия, которая еще очень много времени просуществует. Вот. Она очень благодарная, то есть мне всегда приятно видеть довольные лица гостей. Сытые, довольные, да. Вот. Ну и, наверное, все-таки она становится популярной и прибыльной. То есть сейчас кухня везде, на радио, на телевидении, то есть это актуально.